Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это Вязовлог. Ну и что, у нас конец мая, а значит мы с вами будем выбирать, какую же игрушку, какой мастер-класс мы будем вязать. В прошлый раз я вам показывала, что появилась вот такая овечка-балеринка. Смотрите, какая она. Милая, красивая, у нее пуанты есть. Вот цветочек такой даже. Вот такая милашка. Потом я вам покажу ее чуть-чуть поближе. И появилась еще одна игрушка. Я держала это в секрете, какая же будет еще. И вот вам показываю. Опа! Смотрите, какой малыш у меня появился. Это жираф. Хотя, когда я вас спрашивала, какую игрушку связать, никто не предложил такой вариант, я расскажу, почему он появился. У меня есть знакомая, которая очень любит жирафов. И так как мы скоро уезжаем и уже будем с ней встречаться только в интернет-формате, скажем так, онлайн, мне захотелось оставить ей вот такого жирафа, какого-то своего. И этот жираф, смотрите, чем его особенность, он может сидеть вот так, ну, как бы он сидит вот так, ножки растопырив, а может он сидеть и на полочке, чтобы у него ножки свисали. Вот видите? Мне хотелось сделать именно такого. И посмотрите, какая у него мордашка, какой он смешной и прикольный. Рабочее название у этого жирафика было, я когда себе записывала схему, как вязать, я назвала его жираф Тоша. Но не смотрела, есть ли подобные игрушки с таким же именем. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, помогите мне. Надо назвать и овечку-балеринку, чтобы ее как-то звали, и вот такого жирафика. Ну и надо выбрать, кого же будем мы вязать с вами. Какой мастер-класс мне снимать в июне. Давайте я вам покажу чуть-чуть поближе этих игрушек. Давайте я покажу вам немножко процесса, как я вязала самого жирафа. Формирую схему. Уже голову перевязывала, наверное, раза 3-4. Сначала набрала очень большое количество, много прибавок сделала. Смотрю, что она получается у меня такая веерная. Все распустила. Хотя вот начала вязать с этой велюровой ниточки, покажу вам. Сфокусируйся. Ее не очень-то можно и распускать, потому что она такая очень-очень нежная. Но ничего. Пока мне нравится. Давайте я вам так покажу, чтобы не распустилась. Я вяжу эту игрушку так, чтобы она могла вот так сидеть. И чтобы она могла сидеть на краю там полочки, и у нее ножки спускались. Вот таким образом. В общем, сейчас мало что понятно и видно, но процесс уже идет. Потом вам покажу уже законченный вариант. Ну, пошла дальше вязать. И записала немножко процесса, как это происходило. Было классно вязать этого жирафика. Он мне очень понравился. И знаете, чем ближе я приходила к завершению этой работы, тем больше и больше мне было жалко с ним расставаться. Но давайте я вам покажу, какой же он получился. Заканчиваю я создание моего жирафика. Все уже осталось. Сейчас я приклею глазки. Глазки сделаю тоже веки вот такие. Примерила, вроде с веками будет немножко лучше. Вроде так с веками будет немножко лучше. И что? И осталось у меня, смотрите, я хочу, чтобы пятнышки у него были в виде сердечек. Я навязала сердечки.
И вот сейчас осталось, я их вот попришиваю. Так хаотично. И что-то у меня получится. Интересно, что будет? Мне тоже интересно, какой же у меня жирафик получится. Но сейчас я все сделаю, а вам через минутку покажу. Я вам покажу эту овечку поближе. Вот она какая у меня балеринка появилась. Красивая, милая. А какой же у нее размер? Сейчас я вам скажу. Так, тут у меня есть сантиметр. И давайте посмотрим. И вот так она получается, смотрите, 17 сантиметров. Я напомню, что я вязала ниточкой. Вот такой микровелюр. Метраж у нее 600 метров на 100 грамм. Ну, что вам еще рассказать о ней? Здесь два варианта юбочки. Она один связан, то есть, в принципе, если нету фатина, то можно сделать просто без фатиновой юбочки, а можно сделать и такой вариант. Она цельно вязаная, то есть здесь все детальки вшиваются. Недавно я узнала, что это такой сейчас тренд в вязании амигуруми, чтобы не пришивать детальки, а вшивать. Поэтому я постаралась сделать вот такую овечку, вот такую милашку, чтобы вязание было такое легкое, простое, ну, в общем, как мы с вами любим. И вот такая овечка получилась, появилась. Овечка-балеринка еще не придумала и имя. Я надеюсь на вашу помощь, чтобы мы вместе выбрали какое-то имя. Ну, и ближе теперь покажу вам второго персонажа. Вот он выглядывает. Овечку убираю. Ну и давайте я вам покажу вот этого чудесного жирафика. Вот какой тоже я его поверчу, покажу. Как я вам уже сказала, что я его вязала так, чтобы он сидел и мог еще и ножки свешивать. И особенность тоже этого жирафика, то что пятнышки у него, смотрите, хочу обратить ваше внимание, смотрите, они в виде сердечек. То есть это такой сердечный жирафик, вот такой интересный. У него и хвостик есть. Вроде бы я ничего не забыла. Единственное, у него нету одежки. Но я думала, можно сделать платьечко или шарфик. Но, честно говоря, сегодня уже я не успела. Я его вот прям сейчас довязывала, доклеивала все вот эти детальки, и мне так хотелось вам его показать. Поэтому вот такой он готов. И тоже давайте я посмотрю, какого он размера. В принципе, он должен быть не намного больше овечки. Сейчас посмотрим. Так, ну что, считаем от рожка. Вот рожек. И как он сидит, смотрите, если он будет сидеть, то где-то 20 сантиметров. Потому что он же вот так у нас в сидячем положении, да? То есть вот так его высота от рожка. 20 сантиметров. Ну, 19,5, 20 сантиметров. Вот такой милашка получился. Как вам? Жирафик. Это тоже моя авторская работа, как и овечка. Итак, нам надо с вами выбрать, какую же игрушку мы будем вязать в мае. Ну, давайте проголосуем. Ну вот, вы посмотрели на этих милых игрушек чуть-чуть поближе. Давайте я их пока сюда посажу. Вам не будет видно, но они будут рядышком здесь со мной. И о чем я хочу еще сказать.
Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вязал со мной и писал под видео комментарии по поводу нашего ежика Лео. Вот он уже во всей красе, в берете. Мастер-класс есть на канале, полный. Ежик Лео крючком, где можете связать, если кто еще смотрит только первый раз, кто на моем канале смотрит это видео, вот такого ежика вы можете связать вместе со мной, бесплатный мастер-класс. Я оставлю под видео ссылочку на плейлист и приглашаю вас связать вот такого малыша. И сейчас я у мамы. И почему я взяла вот этого ежика? Потому что моя мамочка тоже связала ежика. Смотрите, вот какая разница. Одна и та же схема, но у мамочки были ниточки немножко больше, и поэтому здесь, давайте даже кофточку, ну даже по кофточке видно, не буду ее снимать, даже по кофточке видно, что он крупнее, и поэтому пришлось вязать больше, хотя одна и та же схема. Лишь нитка толще и крючок, соответственно, большего размера. И вот такие два малыша получились, разные, но скажите, прекрасные ж, правда? И этот замечательный малыш, и этот замечательный малыш. Вот таких можно ежиков связать. И это еще раз доказывает, что у каждой мастерицы ежик получается свой. И как это прекрасно, когда мы можем взять за основу какой-то мастер-класс и создать уже свою игрушку. Ну, это же творчество, правда? Кому-то захочется вот такой беретик, а кто-то из вас писал, что было бы классно ему вместо беретика кепку. Но я прочитала этот комментарий гораздо позже, когда уже было снято видео и уже появился берет. Поэтому, кто внес такое предложение, я думаю, что вы сможете из берета сделать кепку, правда? Ну вот так, на этом этот короткий вязовлог я заканчиваю. Напоминаю с вами, что, пожалуйста, давайте выберем, какую игрушку в нашем клубе уютных игрушек мы будем вязать. Жирафа с сердечками или вот такую овечку-балеринку. Я жду ваших комментариев, мне всегда приятно читать, узнавать ваше мнение. Это очень поддерживает мой канал, мое творчество, за что я вам очень благодарна. Буду ждать ваших вариантов, предложений. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.